В Башкортостане готовятся ввести новый вид социальной помощи. Малоимущие смогут получить деньги, к примеру, на приобретение мебели, стройматериалов или техники. Постановление находится на рассмотрении в правительстве республики. О том, кого затронет новый вид поддержки, в материале Артура Шамсуддинова. Верхний там еще ремонт надо делать. Это мы еще не обшили, вот это мы хотели тоже обшить. Тоже не обшитый. Все надо нам, все. Ремонт в своем доме она делает по мере наличия свободных финансов, то есть нечасто. Чтобы привести в порядок эту хижину, по-другому не назовешь, нужны деньги. А многодетная мать с 3 детьми пока живет на пособие. Их едва хватает, чтобы прокормить семью. Когда как охота, нас детских, куда мы? Им кормить надо, им покупать надо все. Как малоимущую женщину регулярно навещают социальные службы. Правда, оказать они могут разве что консультационную помощь. А вот выделить деньги на тот же ремонт никак. В бюджете средств на такие цели не предусмотрено. Впрочем, это пока. Сейчас в региональном правительстве готовится новое постановление, по которому малоимущие смогут за казенный счет купить мебель, технику или стройматериалы. Приобретение товаров первой необходимости, перечень которых сейчас как раз вот Министерством семьи разрабатывается, будет утвержден в ближайшее время. Кроме этого, это оплата услуг дошкольного образования в семьях, где имеются дети, приобретение лекарства, лечение. Адресная помощь предоставляется на основе социального контракта, договора, по которому люди получают от государства средства, необходимые на определенные нужды. Татьяна Ерофеева, например, сможет потратить их на утепление своего дома либо подготовку детей к школе. Большая статья расходов на одного ребенка сейчас только, чтобы школу собрать, минимум 20-25 тысяч надо. Вот, а у меня их 2 школьника. Также нужна мебель детям, нужны вещи какие-то. Правда, за потраченные средства придется отчитаться. Деньги на конкретные цели планируется выплачивать семье в течение нескольких месяцев. Адресная социальная помощь – очень большое подспорье семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Технология оказания помощи через социальный контракт практикуется с 2014 года. Правда, прежде деньги можно было получить, например, на открытие собственного дела. Сейчас законодатели решили расширить перечень, в том числе и на лечение от алкогольной зависимости. По текущим подсчетам в Башкортостане социальным контрактом планируется охватить порядка 4,5 тысяч семей. На эти цели уже заложено около 360 миллионов рублей. Артур Шамсуддинов, Анас Валиуллин, Азат Ишбулатов и Азат Тузбеков. Новости. Иглинский район. 50 женщин республики сегодня получили медаль «Материнская слава». Награды им вручал Ради Хабиров в преддверии Международного женского дня. Глава региона поздравил гостей с наступающим праздником и отметил, что Башкортостан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе по количеству многодетных семей. Их в республике порядка 50 тысяч. На улице, видите, с каждым днем все больше солнца, настроение улучшается. Я прежде всего желаю вам крепкого здоровья. Будьте здоровы, будьте счастливы, мир вашим домам и растите замечательных наших детей, будущее Башкортостана, будущее нашей страны. Спасибо вам большое. В числе награжденных учителя, медсестры, воспитатели, повара и домохозяйки. По словам Радия Хабирова, государство со своей стороны будет и дальше благоустраивать села и города, строить в них новые школы и детские сады, больницы и поликлиники. У меня 5 детей. Моим детям от 25 до 2 лет, то есть у меня дети разновозрастные. Да. К рождению каждого ребенка мы подходили осмысленно, поэтому в нашей жизни они появились не просто так. Мы их очень любим, стараемся воспитывать хорошими людьми. Я, наверное, росла одна, я была одна в семье, поэтому мне было грустно. Я считаю, что когда в семье много детей, это всегда лучше для семьи.